Программа «Переведи Татарча Иренебес» начинает новый сезон с новыми правилами и с денежным призом для абсолютного победителя. Игра проходит в 5 этапах, и перед каждым из них проходит жеребьевка, в которой определяются пары из участников по уровню их знания татарского языка. Добро пожаловать на жеребьевку второй группы участников первого тура нового сезона проекта «Переведи». Традиционно в нашей программе участники соревнуются в знаниях татарского языка. В новом сезоне мы боремся за общий приз суммой в 50 тысяч рублей. И победитель этого сезона получит этот приз. Традиционно наши участники разделены в первом круге на уровни знания и владения татарским языком. Это средний, выше среднего и высший уровень. Сейчас на нашей площадке присутствуют участники, чей уровень знания татарского языка, согласно анкетированию, был определен как высокий. Это Альберт Шакиров и Гузель Хайрулина. Собственно, прошу вас познакомиться друг с другом. Именно вы станете соперниками друг друга в первом туре проекта «Переведи». А с остальными участниками мы сейчас проведем жеребьевку. Итак, начинаем жеребьевку среди участников, чей уровень владения татарским языком, согласно анкетированию, был определен как выше среднего. В данной жеребьевке не присутствуют два участника, жеребьевку за которых мы проведем сами. Ну что ж, осталось буквально 2 цифры. Итак, Муртазин Фидарис, участник под номером 5. Муртазин Фидарис, участник под номером 5. Ну и, собственно, под номером бесконечность, участник Хафизов Руслан. 8. Номер 8. 8. Итак, мы провожаем наших участников. Победитель в каждой из пар проходит в следующий этап программы, а проигравший получает утешительный приз. В первом этапе участвуют 32 игрока, и во второй этап из них пройдет лишь 16 человек. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это программа «Переведи» на канале ТНВ. С вами я, ее ведущий Ильсур Нафиков. Традиционно на данной площадке встречаются участники для того, чтобы выявить сильнейшего в знаниях татарского языка. Сегодняшний день не исключение. На нашей площадке Яшнарбек и Фидарис. Фидарис, как вообще настроение у вас, ребят? Отлично. Отлично. Готовы бороться? Битва будет сегодня горячая, я так полагаю. Буквально через несколько секунд мы с вами перенесемся в первый тур нашей программы. Все готовы? Давайте начинать. Татар телен белү ул кирәктер дип саныйм. Һәм татар телен яхшы белү, яхшы дәрәҗәдә белү ул һәр татар өчен горурлык. Татар телен тормышта, көнкүрештә һәрвакыт кулланабыз. Татар телендә аралашабыз, татарча яшибез, татарча беләбез. Бу проектка минем килү теләге күптәннән, бик зур теләк иде. Аллаһка шөкер, бу теләгем бүген тормышка ашты. Переведи тапшыруына мин әзер. Татар телен кулланабыз, өйдә кулланабыз, шулай ук инде дуслар белән аралашканда. Үзем Казан шәһәрендә туып үссәм дә, шушында Казанда укысам да, татар телен без үскәндә үк өйрәнеп, сөйләшеп үстек, без 5 гаилә үстек. Уңышлар теләгез безгә дә һәм хәерле сәгатьтә без башларга әзербез. Участникам на выбор предлагается 4 темы. Каждый игрок имеет возможность выбрать только 2. После выбора темы участник отвечает на 3 вопроса. Каждому вопросу предлагается 3 варианта ответа. Если игрок отвечает на вопрос правильно, то зарабатывает 2 балла. Если же он ответил неправильно, то у соперника есть право ответить на его вопрос и заработать 1 балл. В первом туре переводим слова с русского языка на татарский. Итак, 4 темы. Давайте решим, кто из вас будет выбирать первым. Яшнарбек, Давай, Яшнарбек. Your chance. Птицы, кожаные изделия, лекарственные растения и камни. 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 Итак, играем в тему камни вместе с Яшнарбеком. Яшнарбек, как с русского языка на татарский переводится слово кремень?
Вақташ, шақматаш, шүйірташ. Кремень. Татарша у шакматаш. Принято. Курень. Опасный вы человек, я вам скажу. Это правильный ответ. Вақташ – это щебень, шүйірташ – это галька, а вот шахматаш – это кремень, действительно. Следующий вопрос. Как с русского языка на татарский переводится слово «опал»? Охак, охак, аметист. Апал у менимша аметист. Аметист. Принято. Это неправильный ответ. И, Дарис, есть возможность заработать дополнительные баллы, обократь соперника. Опал – это… Ахак. Охак. Принято. Вы классные ребята. Знаете почему? Потому что это тоже неправильный ответ. Дело в том, что опал – это охак. Охак – это агат, а аметист – это аметист. Ну, еще иногда называют его осалташ. Итак, третий вопрос. Как с русского языка на татарский переводится слово «гагат»? Гарабе, кора гарабе, якут. Ну, әйтелеше буенча гарабәгә охшаган кара гарабә у инде черный гагат. Демәк, беренче ни? Гарабә. Гарабе принято. Это неправильный ответ. Ду-ду-дум. Я вас подловил второй раз. Ну что ж, ваша возможность отхватить кусочек пирога. Devam etib endi qora g'alaba bo'lsin. Кора гарабе болсын. Принято. А вот это правильный ответ. Гарабе – это янтарь. Кора гарабе – это гагат, а якут – это рубин. Ну что ж, первую тему разыграли, немножко собрались с мыслями. Давайте играть дальше. Тема номер 2, давайте ее выбирать. Фидарис, ваша очередь выбирать. 3 темы сейчас будут. Птицы, кожаные изделия и лекарственные растения. Птицы. Итак, играем в тему птицы вместе с Фидарисом. Фидарис, как с русского языка на татарский переводится слово «страус»? Тутыйкош, тауис, тавакоша. Тутый кыш түгел. Тәвә кышы. Тавакоша. Тәвә кышы булсын. Тавакоша, принято. Это правильный ответ. Тутыйкош – это попугай. Тауис – это павлин. А вот тавакоша – это страус. Следующий вопрос. Как с русского на татарский переводится слово «горехвостка»? Янгын куйрык, ялкын куйрык, ут куйрык. Ялкын кыйрык булсын. Ялкын куйрык. Принято. Это неправильный ответ. Яшнарбек, горехвостка – это янгын куйрык или ут куйрык? Янгын койрык. Ут койрык. Ут куйрык. Принято. А вот здесь не подловили. Это правильный ответ. Янгын куйрык – это пожарохвостка. Ялкын куйрык – это пламяхвостка. Но таких птиц не существует. Ут куйрык – это горехвостка. Двигаемся дальше. Дарис, как с русского языка на татарский переводится слово «клёст»? Тумшок борон, щукар, щутар. Шуқыр. Щукар. Принято. Это правильный ответ. Тумшок борон – это нос крючком. Крючковатый нос. Щутар – это рябой. Дословно переводится как. А щукар – это действительно клёст. Ну что ж, двигаемся дальше. Осталось 2 темы. Яшнарбек, давайте выбирать, во что будем играть. В кожаные изделия или в лекарственные растения? Ну, Фидарис үстән башлады, мин астан башладым бит инде. Демәк, лекарственное растение. Вот как-то так. Итак, играем в тему лекарственные растения вместе с Яшнарбеком. А теперь как с русского языка на татарский переводится слово «мыльнянка»? Корпыш, созанак, собынка. Мыльнянка у мылы сабын сүзенә охшаш, сабынкадыр. Принято. Это неправильный ответ. Сазанак.
Созонак. Принято. Такие классные вы ребята. Это тоже неправильный ответ. Куарпыш – это мыльнянка. Созонак – это багульник. А собанка – это придуманное слово. Специально, чтобы вы подумали, что с мылом связано. И вот видите, как легко вы повелись. Двигаемся дальше. Яшнарбек. Как с русского языка на татарский переводится слово «окопник»? Пси уляне, ишак кулак, шабар. Окопник. Окопник. Ол шабар, менимше. Шабар. Принято. Менимше шапмас. Это неправильный ответ. Тут. Можно поплакать в душе. Ну? Пси уляне. Пси уляне. Принято. Ну что ж, я вас немножко не буду, скажем так, интриговать. Пси уляне – это неправильный ответ. Пси уляне – это валерьяна. Шабар – это чебрец. А ишак кулак – это окопник. Итак, третий вопрос остался в этой теме. Яшнарбек. Как с русского на татарский переводится слово «ревень»? Рисвай, ряваж, ришвет. Ришвет у взятка. Ну, не ревень, значит. Рисвай. Ну, рисвай. Ойлап табылган сөз болуы мүмкін. Екінші вариант ряваш. Принято. Это правильный ответ. Ряваш – это действительно ревень. Рисвай – это опозоренный, посрамленный. А ришвет – это взятка. Ну что ж, еще одна тема позади. Встречаемся посередине. Осталась единственная неразыгранная тема в первом туре – это кожаные изделия. Готовы играть? Да. Давайте разберемся с нашими кожаными изделиями. Итак, Фидарис, как с русского языка на татарский переводится слово «кошелек»? Окша букшасы, окша йоншығы, окша йонтығы. Шабухшасы. Принято. Первый вопрос, сразу попадание. Отлично, отлично. Что мы вас сбили, это неправильно. Яшнарбек. Екінші вариант. Окша яншығы. Принято. А вот вас мы не сбили, это правильный ответ. Окша букшасы – это денежная сумка. И окша яншығы – это действительно кошелек, а вот окша янтығы – это денежный бок. Двигаемся дальше. Вопрос номер 2. Фидарис, переведите, пожалуйста, с русского языка на татарский слово «кушак». Пута, каеш, бау. Пута. Пута. Принято. Это правильный ответ. Пута действительно кушак. Каиш – это ремень. Бау веревка. Бау, шнурок, веревка. Все верно. Третий вопрос. Последний вопрос в первом туре. Все, на этом первый тур останется в истории, и мы пойдем дальше во второй. Как с русского языка на татарский переводится слово «чехол»? Тыш, тыша, тышлык. Ташлык. Тышлык. Принято. Фидарис в один момент стал очень серьезным. Просто до этого улыбался, что-то там шутил. Я начал думать. А он такой: так, стоп. Что-то я начал ошибаться в этом моменте. Тышлык. Это правильный ответ. Тыш – это обложка, тыша – это оболочка, а тышлык – это действительно чехол. Ну что ж, я вас обоих поздравляю. Во-первых, это просто игра. Во-вторых, отлично сыграли первый тур. Ну что ж, по итогам первого тура, Яшнарбек, 6 баллов вы набрали, все хорошо. Чуть-чуть отстаем, чуть-чуть, 9 баллов у Фидариса, чуть-чуть впереди. Но зазнаваться не будем, потому что там в спину дышит Яшнарбек, и как бы от него далеко не убежишь. Ну что ж, играем дальше. Элекс. Алекс. Буквально через несколько секунд мы встретимся во втором туре телеигры «Переведи» и узнаем, кто же лучше знает татарский язык, кто сегодня победит. Не переключайтесь, оставайтесь на канале ТНВ. Участникам на выбор предлагается 4 темы. Каждый игрок имеет возможность выбрать только 2. После выбора темы участник отвечает на 3 вопроса. Каждому вопросу предлагается 3 варианта ответа. Если игрок отвечает на вопрос верно, то зарабатывает 4 балла. Если же он ответил неверно, то у соперника есть право ответить на его вопрос и заработать 3 дополнительных балла. Во втором туре переводим слова с татарского языка на русский. Итак, добро пожаловать во второй тур телеигры «Переведи». В первом туре выбирал Яшнарбек. Фидарис, ну, надо тоже, скажем так,
поучаствовать в процессе выбора. Итак, у нас 4 интереснейшие темы. Это разбор предложения, крупы, эмоции и одежда. Что нам нравится больше всего? Башлык. Начнем с одежды. С одежды. Фидарис. Как с русского языка на татарский переводится слово «ойок»? Колготки, носок, чулок. Носок. Принято. Есть первая ошибка в этом круге. Это неправильный ответ. Яшнарбек. Ойок. Ойок. Ну, носок болмағаш, колготки болмайында, чулок была, демек. Чулок, принято. Это правильный ответ. Ойокка обычно еще суғаны тутыралар. Ауларда. Колготки – это ойоклары белән туташкан ыштан. Ну, вообще говорят, колготки. Давайте будем реалистами. Носок – это ойок-баш. А вот ойок – это действительно чулок. Следующий вопрос. Фидарис. Как с татарского языка на русский переводится слово «брме»? Завиток, кружева, оборка. Завиток. Сами выбрали тему. Завиток. Завиток. Это неправильный ответ. Бүрме, кружева. Принят. А вы классные все-таки, ребят. Это неправильный ответ. Дело в том, что завиток – это бытырка-бизяк. Бытырка-бизяк. Кружева – это шельтер. А вот оборка – это брме. Все просто. Видите, такой недоброжелательный ведущий, который вот прямо ждет, что кто-то из вас ошибется. Негодяй. Итак, третий вопрос. Фидарис, что означает в переводе с татарского языка на русский слово «уемта»? Вырез, выкройка, вышивка. Выкройка. Принято. Это неправильный ответ. Тут. Одежда не ваша. Вышивка у тегелган айбер или шигелган айбер, а вырез уемты болу мүмкін. Булуо мумкин. Вот мы уже реально оцениваем свои возможности. Говорим, булуо мумкин. В принципе, булмау да мумкин, но булуо да мумкин. Все-таки женское это дело, резать, все-таки шить, да? Но вам подойдет. Я в плане того, что у вас есть талант, это правильный ответ. Потому что вырез действительно это уемта, выкройка это ыльгы, а вот вышивка это щигаш. Все было правильно и просто. Ну что ж, я поздравляю, первую тему мы разыграли, поняли, насколько во втором туре слова «эзгене» котлауларак. Отлично. И Яшнарбек, давайте выбирать. Фидарис артынан барабыз, эмоции. Эмоции. Итак, играем в тему эмоций. Вопрос первый. Яшнарбек, как в переводе с татарского на русский будет слово «каюсызлык»? Страх, робость, кротость. Страх, куркаш, курку, робкость, робость. Робость. Это правильный ответ. Страх – это курку, кротость – это юашлык, басынкылык, а вот робость – это действительно каюсызлык. Следующий вопрос. Яшнарбек, как с татарского на русский переводит слово «гарлик»? Сожаление, досада, обида. Сожаление болмай, гарлик ол обида я досада. Обида ол үпкә туту, досада, икенче вариант. Принято. Вы прям нашли свою тему, я вам скажу. Потому что сожаление действительно укену, обида это упкаля уренджу, а вот досада это гарлик. Все верно. Третий вопрос. Что означает в переводе с татарского на русский слово тортанущан? Привередливый, медлительный, застенчивый. Привередливый ол сайланушан, шундайрак вариантта, медлительный ол әкірін, демек үшінші вариант. Тартынушан, уялушан, демек застенчивый. Застенчивый, принято. Это правильный ответ. Привередливый – это незберек. Медлительный – это салмак. А вот застенчивый – это тортанущан. Ну что ж, я вас поздравляю, вы взяли все 3 вопроса, это здорово.
Итак, двигаемся дальше. Две темы осталось. Крупы и разбор предложения. Фидарис, во что будем играть? Разбор предложений. А была, не была. Играем в тему разбор предложения. Фидарис, вопрос первый. Переведите с татарского языка на русский слово «халь». Подлежащее обстоятельство, сказуемое. Обстоятельства. Обстоятельство принято. Подлежащее — это ие, сказуемое — это хабар, а вот халь — это действительно обстоятельство. Верно. Двигаемся дальше. Фидарис, переведите с татарского языка на русский слово «онаклагаш». Дополнение, определение, пояснительный член. Определение. Принято. Это неправильный ответ. Аныклагыш, аныклау, пояснить. Ну, үшінші вариант. Жауап, пояснительный член. Принято. Это правильный ответ. Дополнение – это тамамлык. Определение – это ойыргыш. А вот пояснительный член предложения – это оныклагыш. Третий вопрос. Фидарис, переведите, пожалуйста, с татарского языка на русский слово «ряуыш». Союз, окончание, наречие. Союз. Принято. Это неправильный ответ. Окончание ол қошымша, демек наречие, рауш. Принято. Это правильный ответ. Союз – это тыркягыш. Кушымша – это окончание. А наречие действительно рауш. Все верно. Двигаемся дальше. Осталась последняя тема. Во втором туре это тема крупы. И будем играть в тему крупы. Яшнарбек, переведите, пожалуйста, с татарского языка на русский слово «йосмык». Чечевица, полба, ячмень. Ячмень, орпа, полбы, чечевица. Ясмык. Полба. Полба, принято. Это неправильный ответ. Фидарис. Мында чечевица қалайынды? Чечевица холайндымын, да, принято. Дело в том, что действительно ясмык – это чечевица. Полба – это бурай. А вот ячмень – это действительно арпа. Так что надо не ошибаться. Соперник какой он? Свое все равно забирает. Итак, двигаемся дальше. Яшнарбек, переведите, пожалуйста, с татарского языка на русский слово «мисар будая». Гречиха, кукуруза, фасоль. Мисыр будайы, гречиха, қора будай, кукуруза была, фасоль. Үшінші вариант жауап. Принято. Это неправильный ответ. Фидарис? Кукуруза. Все просто, это действительно кукуруза. Дело в том, что кукуруза не обязательно татар-тында будет кукуруза. В татарском языке есть татарский эквивалент. Мисыр будая – это действительно кукуруза. Гречиха – это кора будай, все верно. Фасоль – это фасоль. Третий вопрос, последней темы, последнего раунда нашей сегодняшней игры. Переведите, пожалуйста, Яшнарбек, с татарского языка на русский слово «орош». Рожь, пшеница, пшено. Пшено тары ярмасы, пшеница будай, рожь, орыш была. Принято. Это правильный ответ. Действительно, пшеница – это будай, пшено – это тора, а рожь – это орош. Фидарис, вы молодец, вы набрали 19 баллов. Яшнарбек чуть-чуть впереди, у вас 34 балла, вы одержали победу. С вами мы увидимся в следующем этапе нашей программы «Алла Берса». Обязательно. Еще поборемся за главный приз этого сезона, призовой фонд которого составляет 50 тысяч рублей. Вы не расстраивайтесь. Я уверен, что мы вас тоже не отпустим без подарка. А от нашего партнера ИП Хазиевой мы дарим вам сертификат на посещение салона красоты «Голливуд». Это вам от нас. Рахмат, спасибо. Сизге рахмат. Уважаемые телезрители, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, татар телен белегез, кулланыгыз һәм алдагы нәселләргә дә җиткерегез. Сау сәламәт булыгыз. Күрешербез. Пока-пока. Татар телен тирәнрәк өйрәнергә кирәк һәм менә шушындай сөйләм татарчаны гына сөйләшкән
дәрәҗәдә генә татар телен белү бик аз икәнен аңладым. Белмәгән сүзләрнең дә әлбәттә урысча әйтәбез, кыстырып, яртысын урысча, яртысын татарча дип сөйләшик инде. Күбрәк өйрәнергә, исән сау булыгыз дип мин сезнең белән әлегә саубуллашам. Уен бик шәп үтте, эмоциялар ташып тора, шундый обстановка бик шәп. Һәм моңа өстәлеп инде минем теге хыялым тормышка ашты, бик шатмын, җитмәсә җиңү яуладым. Алла бирса, теге төп приз 50 мең акчаны да кисәгә салып Башкортстанга алып кайтып китәргә кирәк.